Когда вам стало известно о том, что вот готовится такая фактически спецоперация для того, чтобы вас передали Турции, а потом Украине? У меня были гости дома из Москвы, сотрудники ФСБ, которые рассказали о том, что есть договоренность между президентом Турции и президентом России. Остается лишь небольшая формальность, нужно написать прошение на имя Путина о помиловании. Я категорически отказался. Они пытались меня немножко шантажировать, примерно как в советские времена это выглядело. Вот смотрите, вас Чубаров и Джемилев кинули, вы будете находиться в тюрьмах и колониях, а они ездят по миру, шикуют, живут в Киеве, живут в дорогих отелях, пьют дорогой кофе. Если бы вы знали, что вас посадят на самолет в Россию, а потом в Турцию, вы бы согласились выйти? Я бы отказался. Я точно знаю, что я бы от этого отказался. Когда я поднялся, я увидел, что там десятка-полтора представителей каких-то спецслужб, и Ахтем Чийгоз уже сидит в салоне. То есть его раньше подняли. Сразу возникла мысль, что, наверное, куда-то в Россию сейчас отправят, потому что я отказался от помилования, то есть я не согласился на вариант, о котором договаривались президенты, и поэтому у меня мысль возникла, что вытащили из больницы для того, чтобы отправить в какую-то колонию, то ли в Сибирь, то ли в какие-то другие регионы. Тем более, когда эти два представителя приходили, они, угрожая, говорили, что в Харт попадешь, это Ямало-Ненецкий округ. Когда вам сказали или вы как-то поняли, что происходит? Когда поднялся в самолет и увидел, что сзади сидит Ахтем Чийгоз, я попытался подойти поздороваться, но меня немножко грубовато даже остановили. Сказали, не смотри в ту сторону, не дергайся, не делай попыток, иначе, несмотря на ваш возраст, положим лицом на пол. Через некоторое время, когда я попросился в туалет и проходил мимо Ахтема, по-крымско-татарски сказал «Селям алейкум, достом», «Здравствуй, друг». И это шипение еще раз повторилось, что вы сейчас совершили очень грубое нарушение, только из-за вашего возраста, из-за вашего состояния здоровья мы не применяем к вам силу, не вздумайте еще раз повторить. Когда российские войска, тогда еще их называли «зелеными человечками», появились в Крыму, и был разговор о том, что вот должны быть квоты, что 30% крымским татарам во всех ветвях власти должно принадлежать. Почему не удалось найти какого-то согласия? Решение, о котором вы говорите, 30%, на самом деле там 20% было оговорено, квоты в исполнительных структурах, признание Меджлиса, и еще некоторые пункты. Это был документ, который был принят 11 марта, то есть до референдума. Это была еще автономная республика Крым, Украина. И у нас было и юридическое право, и моральное право договариваться с этим парламентом. То есть попытка сосуществовать, попытка сотрудничать, попытка влиять на ситуацию, влиять на ситуацию изнутри, нами была предпринята. Вот я, например, в то время работал главой района. Первое время мне казалось, что полезнее находиться внутри, продолжать исполнять обязанности главы района. И первое время это в какой-то степени получалось, используя свое влияние, свой авторитет. Я от некоторых вещей оберегал, если не весь район, то, по крайней мере, его крымско-татарскую часть. Я категорически выступил против присоединения, против проведения референдума. Но самое главное, я делал политические заявления, оставаясь в роли чиновника. И сейчас бы вы также поступили?
Тогда действительно все было очень сложно и очень много вещей было непонятно. Иногда казалось, что Обама сейчас пригрозит Путину пальчиком и все вернется на свои места, а неделя за неделей шли. Почти 4 месяца, которые я отработал после аннексии, я не предал ни Украину, ни свой народ, ни самого себя. Ленура Ислямова и Заура Смирнова, которые пошли в исполнительную власть. Как вы думаете, спустя вот столько времени, стоило ли это делать? Ну, с позиции сегодняшнего дня я могу сказать однозначно нет. Не надо было этого делать, но в то время у нас были немножко другие ощущения, немножко другие мысли. Из этих же самых соображений Меджлис большинством голосов делегировал во власть, в новую уже власть, 2 своих представителя. Это было не признанием, а продолжением борьбы. Просто на тот момент мы так чувствовали ситуацию, что, внедрив туда 2 своих представителей, мы будем на что-то влиять. Но если вы знаете, Ленур проработал всего 28 дней и был уволен, а Заур превратился в коллаборациониста, в предателя и уволен через 3 года. У вас возможность общаться, как я полагаю, с депутатами, может, с европарламентариями. Рассматриваете ли вы это как вот такой момент, может быть, влияния или распространения информации о крымских татарах и о ситуации в Крыму? Ну, если так случится, что я буду находиться постоянно в Киеве, скорее всего, я именно этим и буду заниматься. У меня почти 20 лет стажа госслужбы. У меня 1-й ранг госслужащего Украины. Наверное, достаточно опыта и влияния, чтобы работать и с депутатами, и с членами правительства, работать над какими-то документами. Найду я себе применение. Я очень люблю свою семью, своих детей и внуков. Хочу находиться рядом с ними. Ну и, соответственно, я очень люблю свою родину и свой крымско-татарский народ, ради которого я готов на все. Спасибо вам за это интервью. И я вам, конечно же, желаю, чтобы вы провели время в Германии, поправили свое здоровье и вернулись к себе домой, к своим родным и близким. Есть, конечно, у нас слабые моменты, но они все объяснимы. Вы имеете в виду? Ну вот вы же спрашивали, Меджлис продолжал работать, сотрудничать уже с новой властью, давали кандидатуры. Я сам 4 месяца продолжал работать. Но это было вовсе не от того, что мы хотели приспособиться, а это было от того, что мы хотели влиять на ситуацию. Я говорил, ну, годик протянется, и все вернется на свои места. Больше они не протянут. Но они уже 3,5 года протянули и еще не собираются. Но надо сделать, чтобы они собрались.